Известный чеченский историк Амин Тесаев на известном YouTube-канале Асланбека Истайпа Эрсиной, который называется «Клуб российских изобретателей», объяснил следующее: дигорцы генетически очень близкие чеченцам. Это правда, это так. В связи с этой информацией хотелось бы привести и некоторые параллели в осетинско-дигорских и чеченских фамилиях. Действительно, из вот этих вот разных народностей, которые входят в состав осетин, дигорцы генетически самые близкие. Это правда, да, это так. Но это не исключает того факта, что и другие осетины, вот кавказионский тип, так называемый, мы все так или иначе состоим в родстве. Прежде чем перейти к параллелям чеченских и дигорских фамилий, хотелось бы предоставить вам некоторые научные исторические труды. Осетинский ученый В. И. Абаев писал: в осетинском имеются отложения, идущие из местных субстратных ефетических языков, родственных, по-видимому, чечено-ингушскому, не прямо из ингушского или чеченского, а из какого-то их предшественника, не как усвоенные из чечено-ингушского в осетинский или обратно, а как принадлежавшие тому местному языковому субстрату, на основе которого сформировались и чечено-ингушский и осетинский языки. Ряд схождений ведет от чеченского прямо к осетинскому, минуя ингушский. Мало того, некоторые из них связывают чеченский с западным, дигорским диалектом осетинского языка, минуя иранский. Все вместе это указывает на большую древность и глубину осетино-вайнахских связей. Труды В. И. Абаев. Осетино-вайнахские лексические параллели. 1959 год. Чеченский ученый Хаджи Хизрев писал: в осетинском языке сохранились все гортанные звуки чеченского языка, что еще раз подтверждает кавказское происхождение осетин и чеченский субстрат осетинского языка. Антропологический материал также доказывает, что осетины, балкарцы и карачаевцы такие же чистые кавказионы, как и чеченцы. Труды Хаджи Хизрев. К вопросу о чеченцах в древности и средневековье. Чеченский ученый Амин Ангуни писал: на востоке у самого Каспия жили другие нахи, также не принимавшие власть царя. То были Авхой, Авхарой, ауховцы, которых сегодня переводчики летописей ложно записывают в аварцев. Их земли именовались Аух или Авхар, и они также были грозной силой, имевшей свои сатрапии к югу вдоль побережья до самого Дарубанда. На западе за Башламом обитали не менее воинственные дигарой, дигорцы, которые были частью военной нахской касты, Орстхой. О них известно, что задолго до появления монголов состоялось сражение между дигорами, подстрекаемыми татами и другими орстхойцами. Дело в том, что дигоры, располагаясь в особенно горячих областях, были недовольны запретом Мехкхела избирать Мехкада из числа силовых каст, дабы избежать военного переворота в стране. Таты использовали это в своих интересах, чтобы отделить тех от других обществ и укрепиться посредством них. Закончилось это бегством последних и поражением предыдущих. Случилось то до X века от исчисления христиан. К северу от дигорайцеев, гапинцеев и дзурдзуков жили собственно Орстхой, грозная военная каста нахов, которая занимала середину между нахскими обществами и обширную территорию Кавказской равнины. Как и подобает военному крылу, символом орстхойцеев был горный орел. Они состояли из множества родов, таких как цеечей, елхарой, дигорой, галгай, балхарой, гажарей, мержей и многих других. Между обитателями равнины, собственно орстхойцеами, жило общество Нашхой, одно из самых выдающихся обществ, которое хранило очаг нахов. Труды Амин Ангуни. Государственность народа Новчий. А теперь давайте перейдем к параллелям чеченских и осетинских фамилий. Вообще в Осетии много схожих фамилий с чеченскими, особенно в Дигории. Приведем пример. К примеру, если взять дигорские фамилии из научно-исторического труда Афак Алиханович Гецаев. Происхождение фамилии Дигорского ущелья. Владикавказ. 1999 год. То мы видим дигорско-осетинские Баграевы, чеченское Бараевы, дигорско-осетинские Байсангуровы, чеченское Байсангуровы, дигорско-осетинские Басиевы, чеченское Басаевы, дигорско-осетинские Бикмурзовы, чеченское Бикмурзаевы, дигорско-осетинские Бисаевы, чеченское Басаевы, дигорско-осетинские Безровы, Базровы, Бузаровы, чеченские Берзоевы, Бикмурзаевы и так далее. Эти фамилии показывают просто поразительное сходство.
Мы, конечно, не будем приводить их целиком, это займет много времени. Отрывок из книги про эти фамилии можно найти и по опубликованной статье в интернете. Часть книги опубликовал Руслан Тавитов на осетинском научном сайте. Просто в поиске напишите «Указатель дегорских фамилий» с их русскими формами. Руслан Тавитов. Эти научно-исторические труды и параллели чеченских и дегорско-осетинских фамилий говорят про большие глубинные связи чеченского и осетинского народов.